Бисмилляхи, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах. Доброе утро, дорогие друзья! Богатство и дети – украшение этой временной жизни. Благочестивые деяния, которые люди делают в этой жизни, останутся в их пользу на том свете, то это наилучшее и одобрено Аллахом. Когда мы говорим «благочестивые деяния», то имеем в виду деяния, за которые человек, иншаллах, получит вознаграждение. Например, намаз, пост, хадж, чтение зикров, чтение Корана и милостыня и тому подобное. Аллах дал нам знать, что эта жизнь вечная и никогда не исчезнет. Там нет смерти и болезни. Все будут молодыми, здоровыми и в одном возрасте. Это будет для тех, кто в этой жизни совершал благочестивые поступки. А насчет украшения этой жизни, детей и членов семьи созданы, и им предопределен срок смерти. Мы видим, что конец жизни человека наступает тогда, когда это предопределено Аллахом. Один человек умирает сразу после своего рождения, другой живет неделю. Одни умирают в юности, другие доживают до старости. Радости и богатства этой жизни приходящие, и они быстро исчезают. Несмотря на то, как бы вкусно не была приготовлена еда, она тоже уходит, и всем известно, что от нее остается. И одежда, какой бы красивой она ни была, все равно наступает момент, когда она изнашивается, и мы выбрасываем ее в мусор. А благочестивые деяния, за которые человек получает вознаграждение, они вечны и остаются навсегда. Самое простое, что может делать человек своим языком, это повторять зикр. В качестве примера приведем зикр «Субханаллахи ва бихамдихи», то есть Аллах чист от всякого недостатка. Выражаем Ему нашу благодарность и восхваляем Его. Для мусульман, которые произносят эти слова, в раю сажаются деревья из золота. Если человек повторит эти слова один раз и умрет мусульманином, то ему в раю сажается золотая пальма. Если 100 раз, то 100 таких деревьев и так далее. Пальмы, которые в раю, совершенно не подобны пальмам, растущим на земле. Они просто имеют сходные названия. Пальмы в раю вечные, они не сохнут и не пропадают. Садака, милостыня, это одно из благочестивых деяний. Получает преимущество тот, кто совершает это деяние искренне ради Аллаха. Создатель любит такого человека. Если человек сам нуждается, но дал часть имущества тому, кто больше нуждается, отличается от богатого, у которого есть много имущества. Если бедный человек выделит половину своего имущества как садака и оставит половину себе, то по сравнению с другим человеком, который имеет много средств, но выделил только частично, не половину своего имущества, получит большее вознаграждение. Сказал посланник Аллаха: один дирхем опередил 100 тысяч дирхемов. Его спросили: «О посланник Аллаха, как это понять?» Один человек, имея 2 дирхема, один из них отдал другому, как садака, а другой человек, имея очень большое богатство, выделил только часть, 100 тысяч дирхемов. Вот пример, как дирхем опередил 100 тысяч дирхемов. Человек, который выделил половину своего богатства, как садака, получает больше саваб, чем тот, который выделил незначительную часть своих средств. Он также должен знать, что не принимается благочестивое деяние до тех пор, пока человек не узнает своего Создателя. Деяния тех, кто не знал Аллаха, не принимаются. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.